В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Якутский больной туберкулезом студент подделал медицинскую справку. Возбуждено уголовное дело. 5 эпизодов преступлений, взятки по 400 тысяч рублей в месяц. В суде рассматривают дело бывшего руководителя аэропорта Якутск. Непогода в нескольких районах Якутии. Водители просят быть бдительнее на дорогах. Китайские инвесторы заинтересовались угольной и железнорудной промышленностью в Нерюнгринском районе. В День космонавтики поздравления для юной якутянки, презентация необычной книги и возможность инвалидам прочувствовать полет. В Якутске открывается молодежный центр. Ключи сегодня передали в торжественной обстановке. В Якутске разразился скандал вокруг подделки документов о прохождении медицинских осмотров. Оказалось, что студенты третьего курса педагогического колледжа массово подделали эти справки. Об этом стало известно после того, как один из практикантов оказался болен туберкулезом. И когда стали выяснять, почему его допустили к учебе, оказалось, что печать и штампы в его санитарной книжке не соответствуют используемым в медицинском учреждении. По словам директора колледжа Надежды Муручаевой, 47 студентов купили их через мессенджер WhatsApp. Возбуждены сразу несколько уголовных дел. В городском суде Якутска сегодня прошло очередное заседание по делу экс-руководителя аэропорта Николая Местникова. Накануне были допрошены свидетели обвинения, упаковщик багажа, директор клининговой фирмы, а также сотрудники аэропорта. Один из главных свидетелей обвинения, оператор по упаковке багажа, рассказал, что согласился выплачивать Николаю Местникову по 400 тысяч рублей в месяц из-за угрозы досрочного расторжения договора аренды и, следовательно, лишения возможности работать. Напомним, бывший руководитель аэропорта Якутск обвиняется в 5 преступлениях, 2 эпизодах получения взятки в особо крупном размере и 3 эпизодах коммерческого подкупа. Нетрезвый водитель, совершивший смертельное ДТП в Хангаласском районе, заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Напомним, ДТП со смертельным исходом произошло накануне. 43-летний мужчина на автомобиле «Урал» выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ. Грузовик следовал из Якутска в Алекминский район. Пассажир внедорожника, 44-летний мужчина, скончался при поступлении в больницу. Сам виновник аварии не пострадал. Также отметим, что на днях в Госдуму внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности за совершение ДТП в состоянии опьянения. В случае гибели человека виновнику аварии может грозить лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Увеличению дорожно-транспортных происшествий способствует и погода. Водителям следует быть внимательнее на дорогах. В ближайшие сутки снег и ветер ожидается в Мирнинском, Ленском, Алекминском, Горном, Намском, Хангаласском, Усть-Майском районах, в Вилюйской группе и Заречных Улусах. По прогнозам синоптиков, ветер усилится до 9 метров в секунду с порывами до 16 метров. Столица региона днем -2, -4, вечером температура воздуха опустится до 9 градусов со знаком минус. Тем временем специалисты продолжают отслеживать ситуацию на ледовых переправах Якутии. Так, в Ленском районе инспекторы ГИМС не советуют жителям выходить на лед, который уже подтаял на солнце и таит под собой опасные участки, где можно провалиться под воду. Введены и ограничения для ледовых переправ. Передвигаться по автозимникам можно на машине весом не более 5 тонн. Также сотрудники ГИМС призывают к соблюдению правил безопасности при использовании ледовых переправ. Это ограничение скорости до 10 км в час, чтобы не создавать впереди гребень волны и не разрушать лед. В данный момент у нас сейчас понижен тоннаж на ледовой переправе Южная Нюя на Торе до 5 тонн. Но это связано с тем, что идет плавное разрушение льда, таяние, структура меняется. Это, в принципе, по всему автозимнику, проходящему по Ленскому району до Витима-Пеледуя, до Пеледуя, тоже тоннаж до 5 тонн понижен. А в Якутске сегодня к паводку прошли ежегодные республиканские учения. В них приняли участие больше 50 сотрудников службы спасения. Отрабатывали навыки беспарашютного спуска с вертолета и погружения в воду. На учениях побывала и наша съемочная группа. Репортаж с Аргалан Захаровой. Наша служба и опасна, и трудна. Фраза из песни подходит не только полиции, но и спасателям. Сделать шаг в пропасть без парашюта осмелится не каждый, но нередко приходится это делать ради спасения жизней.
Впереди паводок. Каким он будет, сказать сложно. Прошлогодний опыт показал, что нужно быть готовым к любым сюрпризам природы. Сложная обстановка прогнозируется это в Колымской группе улусов. Здесь по реке Лени более-менее так. Но служба спасения к выполнению задач по предназначению всегда готова. На учениях в основном молодые сотрудники. Некоторые и вовсе впервые пробуют беспарашютные спуски. Главное не бояться, говорит Андрей Фокин. Молодой спасатель всего месяц в этой профессии. Однако за спиной уже 10 лет работы в пожарной службе. Спасать людей – мечта детства. Конечно, мечта была. Чип и Дейла все смотрели, наверное, в детстве. Хотелось испробовать новое что-то для себя. Какие-то новые впечатления для себя открыть, новые специальности. Повысить свою какую-то профпригодность. А на протоке реки Лены в это время отрабатывают навыки погружений водолазы. На водолазе 80 килограммов экипировки. Это специальные утяжелители, медные ботинки, плотный костюм. Двигаться с таким весом не так-то просто. Тяжеловато, довольно тяжеловато. А что происходит с организмом? Ну, производится давление, получается, на уши. Разница в этом идет. И, как вам сказать, вес. Для краткосрочных погружений используют современную новую экипировку. Но если нужно всерьез и надолго погрузиться под воду, то используют годами проверенную технику. Как, например, это так называемая трехболтовка. Она здесь маркирована 1987 годом. Но впервые такой водолазный шлем произвели аж в начале 19 века. Все благодаря тому, что этот костюм получает кислород не из баллона, а с поверхности. Стоит компрессор, который подает воздух водолазу. С такой экипировкой можно и до 5 часов пробыть под водой. Абсолютно нету видимости под водой. То есть видимость под водой нулевая. Ребята у нас опускаются на дно и на коленках, как говорится, ползают. В принципе, вот если так посмотреть, он так вот руку свою не видит. Отрабатывают движение под водой и, конечно, командную работу. Один водолаз под водой, второй страхующий есть. Получается, если он звуком не может подать сигнал, то он дергает за веревку. Да, совершенно верно. У нас двойная страховка идет. Значит, первое, он на страховочной веревке идет. Вот. А второе – это страхующий водолаз. Водолазные работы проходят круглый год. И даже в декабрьские морозы, если есть необходимость, спасатели спускаются под воду. В прошлом году Бог миловал, говорит начальник подразделения. Погружений было немного. Главное, чтобы так продолжалось и дальше. Саргалана Захарова, Семен Семенов, Жатай, Якутск. Интернет-ресурс ekt.ru в начале этой недели запустил акцию по выявлению в Якутске луж, затопленных дворов и дорог. За 4 дня в редакцию поступило более 600 фотографий от горожан. По анализу фотографий самыми затопленными оказались дворы у домов, находящихся на улицах Дзержинского, Жарницкого, Петра Алексеева, Петровского, Лермонтова, Семена Данилова, Ярославского, Якова Потапова, Автодорожная, Можайского, Кузьмина и Рыдзинского. Самыми затопленными улицами Маяковского, Лонгинова, Рыдзинского, Якова Потапова, Космонавтов, Бестужево-Марлинского. Также микрорайоны Марха, Кирзавод, Гресса и Борисовка-3. Именно с этих улиц было получено наибольшее количество фотографий. Китайские инвесторы проявили интерес к Нерюнгринскому району. Сюда прибыли представители потенциального инвестора в угольную промышленность и железнорудные месторождения китайской металлургической компании, торгово-промышленной корпорации Хэбэй Биши. Делегацию из 12 человек возглавляет председатель Совета директоров Би Циньян. Подробнее в сюжете Сергея Козюры. Нерюнгринский район относится к числу территорий с высокой инвестиционной активностью и значительными темпами развития экономики. Общий объем инвестиций за 2018 год составил около 35 миллиардов рублей. В рамках визита в Южную Якутию представители Китайской Народной Республики посетили сразу несколько объектов промышленных зон. Основная цель – изучить инвестиционный климат района и ознакомиться с местными ресурсами на предмет их использования для металлургии. Информации много, которую мы хотим узнать, получили. То есть следующий этап мы должны поизучать конкретно, как вот этот практически реализовать вот эти проекты в дальнейшем с вами. Знакомство компаний «Колмар» и Хэбэй Биши состоялось на экономическом форуме Дальнего Востока. Первые переговоры прошли в сентябре во Владивостоке, где был поднят вопрос о строительстве коксохимического и металлургического завода. Еще с советских времен эта идея как бы летает в воздухе, и все хотят реализовать данный проект, потому что для этого сегодня все в Нерюнге есть. И уголь коксующийся, и железная руда,
и вода, и электроэнергия, в общем, все, и железная дорога. Поэтому мы тогда их пригласили в гости, и вот сегодня эта встреча произошла. Надеюсь, что в дальнейшем у нас сложатся хорошие взаимоотношения с данной компанией. Китайскую сторону интересуют вопросы квотирования рабочей силы, льготы для инвесторов и иностранных фирм, работающих на территории Якутии. Вопросы, которые вызывают проблемы, они все вопросы, которые решаемы. Это и, в частности, ценообразование, которое будет исходить выйдет после переговоров, и создание определенной инфраструктуры, пропускной способности и прочее. Я думаю, инвестор серьезный, инвестор намерен работать, и я думаю, получится. Делегация посетила горно-обогатительный комплекс «Денисовский», угольный разрез «Нерюнгринский», Нерюнгринскую ГРЭС, ЖД-станцию «Беркакит». Состоялся осмотр начала участка железнорудных месторождений в Нерюнгринском районе и встреча с руководством Мечел-Майнинг, Якутуголь и Эльга-Уголь. И более подробное знакомство с инфраструктурой города Нерюнгри. Сергей Козюра, Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Командные соревнования IT-хакатон и очная олимпиада по программированию. В Якутске продолжается конкурс «Моя профессия IT». Он завершается 15 апреля. В финале примут участие 35 школьных команд, 5 команд из учреждений среднего профессионального образования и 20 команд взрослой категории. Это молодые специалисты до 30 лет. Сегодня прошла церемония закрытия награждения победителей в категории А среди школьных команд с 1-7 по 11 классы. Всего в данной категории приняло участие 105 ребят. Главный приз – целевое обучение за счет республиканского бюджета по программам бакалавриата и магистратуры по специальности информационные системы и технологии в лучших вузах страны. Нам предложили участвовать наши друзья в отборочном этапе. Мы участвовали среди студентов, заняли 3-е место и получили рекомендации на следующий этап. На тот момент я, конечно, уже не помню, в чем сама была суть проекта в отборочном этапе, но в данном этапе мы разработали проект по направлению, создали проект для водителей и геймифицировали их поездку, чтобы им было куда интереснее. Обычная игра викторина, то есть бот, который задает голосовые вопросы, на что водитель может также в голосовом виде ответить. Судьи некоторые вопросы задали насчет того, будет ли отвлекать наше приложение водителей. Мне показалось то, что им было все понятно. Вот. Но сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. День космонавтики. Поздравления для юной якутянки, презентация необычной книги и возможность инвалидам прочувствовать полет. В Якутске открывается молодежный центр. Ключи сегодня передали в торжественной обстановке. В эфире Якутия-24 и мы продолжаем наш выпуск. Сегодня день космонавтики. Ровно 58 лет назад Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» стартовал с космодрома Байконур и вышел в космическое пространство. Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководил главный конструктор Сергей Королев. Полет длился 108 минут, при этом велась стенограмма переговоров Гагарина с Землей. Якутян с этим праздником поздравил летчик-космонавт, герой России Роман Романенко. Уважаемые якутяне, поздравляю вас с Всемирным днем авиации и космонавтики. 12 апреля – особый праздник для всех россиян. Это символ мужества, самоотверженности и таланта нашего народа. Космонавтика навсегда останется предметом национальной гордости, поскольку мы были первыми в космосе и сохраним за собой право быть великой космической державой. Несмотря на постоянно возрастающую конкуренцию на мировых рынках космических услуг, в области пилотируемой космонавтики Россия, как и раньше, сохраняет лидирующую позицию, а международные проекты по-прежнему просто невозможны без участия России. Я уверен, с какими бы трудностями не пришлось столкнуться, гигантский опыт, талант и одаренность российских ученых, профессионализм и усердие простых рабочих сохранят за нашей страной статус ведущей мировой космической державы. Поздравляю всех увлеченных космосом с праздником и желаю всем нам стать очевидцами новых ярких побед и достижений отечественной космонавтики. Отдельный привет и поздравления хочу передать единственному в Якутии музею космонавтики и авиации, расположенному в селе Дюбся, Усть-Алданского района.
Ко дню космонавтики студенты исторического факультета Северо-Восточного федерального университета выпустили книгу для слабовидящих про Юрия Гагарина. Книга издана при поддержке Центра инклюзивного образования. Студенты выпустили всего 5 экземпляров, которые переданы в библиотеку для слепых и в школу для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Создатели книги сами вручную писали шрифтом Брайля, который можно читать при помощи пальцев. Также книга проиллюстрирована 5 крупными изображениями, что также является очень трудоемкой работой. Собрана биография про Гагарина, там есть стихи про Гагарина, есть выступления, то есть есть запись речи, которую Юрий Алексеевич делал еще находясь в орбите. Но данная книга, она сделана шрифтом Брайля. Она предназначена для слабовидящих и слепых. Сегодня в Якутске в день космонавтики на смотровой площадке рядом с ГРЭС-2 прошла акция «Я лечу». Ее провели добровольцы общественных организаций «Сахам-Сире», «Движение без барьеров» и медиастудии «Тускул». С помощью современных технологий люди, прикованные к инвалидным коляскам, буквально получили возможность летать и увидеть мир с высоты птичьего полета. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Для Любы это своего рода исполнение мечты. Она всегда хотела прыгнуть с парашютом. Дрон взлетает, и вот уже сама Люба, кажется, парит над городом, словно птица. Прямо крупным планом, да, действительно, как будто ты сверху, сама над городом. Для ребят это стало возможным благодаря очкам виртуальной реальности и дрону. Сегодня очень захватывающий день. Настроение у меня обеспечено на весь день полностью позитивное. Первый раз, конечно, такой вид был сегодня у меня в 3D очках, и просто вообще эмоции захватывают. Когда в середине летали, так вообще такое ощущение, что вот ты сам как будто опускаешься. Не то, что ты в очках сидишь и смотришь, а как будто ты сам опускаешься и поднимаешься. Поэтому все здорово. Такие акции нужны нашим ребятам для того, чтобы они вышли из своего зоны комфорта и посмотрели на мир с другой стороны, да? И то, что вот нам добровольческая организация «Сахам-Сире» предложила провести такую акцию, очень приятно, и наши ребята с удовольствием согласились. Организаторы признаются, что идея проведения акции возникла давно, и они ждали лишь потепления. С появлением оборудования квадрокоптера и потом последующим появлением виртуального шлема у нас возникла идея о том, что можно было задействовать детей, и придумали проект «Я лечу». И первый эксперимент произошел. Ребята попробовали оборудование, всем понравилось. Это была пробная акция. Ребятам в этот раз удалось полетать совсем немного. Свою лепту внесли и погодные условия. Сильный ветер мешал дрону. Нам несколько минут пришлось подождать. И в перерывах между порывами мы совершили взлет. Коптер сопротивляется ветру, но рисковать мы не стали, поэтому не так много полетали. Смотровая площадка ГРЭС-2 для проекта была выбрана не случайно. Отсюда открывается прекрасный вид на Якутск, чтобы ребята могли в полной мере насладиться этими красотами с высоты птичьего полета. Проба пера прошла успешно, поэтому, по словам организаторов, проект будет продолжен и расширен. Возможно, что подобные вылеты будут производиться регулярно. Юрий Осипов, Владимир Павлов, Якутск. В строительном округе Якутска открылся молодежный центр. Созданный командой общественников спортивно-развлекательного комплекса «Арена-31» отныне принадлежит городу. Администрация столицы выкупила у банка за 7 миллионов рублей бывший ангар и передала на безвозмездное пользование Николаю Мартынову. Напомним, что общественник Николай с 2017 года арендовал это здание у банка и ежемесячно платил стоимость аренды, свет и тепло. В торжественном моменте сегодня ключи от арены были переданы управлению молодежной и семейной политики. У нас остро стоит проблема, наверное, с молодежью, потому что нет, инфраструктуру нужно развивать. У нас 9 месяцев зимы, и молодежь должна проводить время не в подъездах, а для молодежи должны быть такие молодежные центры, где они могли творить, заниматься, развиваться и, в принципе, знакомиться, проходить социализацию. Центр будет общим для всех. Он до этого работал, сейчас он будет еще более открыт, потому что тут будет более места свободного и времени будет свободного, где может приходить молодежь, разные общественные организации и проводить свои мероприятия.
Айхальцы готовятся к лыжным гонкам. Погода позволяет, да и к забегу практически все готово. Лыжные гонки пройдут на прежнем месте. Маршрут останется традиционным. На старт выйдут работники айхальских предприятий, школьники и ветераны спорта. С подробностями Альбина Шарафутдинова. Фергат Хабирьянов ведет здоровый образ жизни. Выходные вместе с семьей предпочитает проводить на свежем воздухе и с пользой, особенно когда позволяет погода. Занимается плаванием, баскетболом, находит время и на лыжный спорт. Фергат планирует проверить свои силы в гонке «Лыжня России-2019». В студенческие годы я принимал участие в «Лыжне России». В зимних видах спорта мы сдавали технику ходьбы, дистанцию 10-15 тысяч километров. И в этом году планирую, если получится, то обязательно принять участие в «Лыжне России». Айхальские школьники тоже готовятся к лыжной гонке. С наступлением весны уроки физической культуры проводят на стадионе. Виталий Ермолаев, ученик 10 класса. Дистанцию в 2,5 километра на лыжах преодолевает легко. Лыжным спортом занимается не только в школе, но и в выходные дни. Принимал участие и в «Лыжне России». Виталий считает, что в этом спорте главная выносливость. И все зависит от лыж, как ты доедешь, каким ты доедешь. Трудности, конечно, есть, подниматься в горку, но это надо преодолеть себя и подняться до финиша. На лыжных гонках айхальцы встретятся уже в эту субботу, 13 апреля. Сегодня практически все готово к забегу на лыжах. Маршрут гонки останется прежним. Лыжникам предстоит преодолеть трассу в 3 километра. Она проходит в лесном массиве, в районе реки Сахсалох. Предусмотрены специальные призы для самого юного участника нашего забега, для самого возрастного участника нашего забега. Также с удовольствием мы отметим семьи, пришедшие к нам на Лыжню России. Попробовать свои силы на лыжных гонках смогут все желающие. Сразу после регистрации участников стартуют первые забеги. Организаторами мероприятия традиционно выступит культурно-спортивный комплекс компании «Алроса» и администрация поселка. Альбина Шарафутдинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами и удачи вам.